Сегодня в любой торговой точке на видном месте висят брошюрки с громкими названиями: «Закон о защите прав потребителей», «Правила торговли», либо «Книга жалоб». Однако, если покупатель попадает в магазине в неприятную ситуацию, то чувствует обычно полную растерянность, потому что толком своих прав не знает. Самым сложным в отношении тех, кто покупает и продает, остается обмен товаров. Если обнаружен брак, в течение 2 недель магазин без проблем принимает товар назад и возвращает деньги. А вот что делать, когда покупка просто разонравилась или дома вы поняли, что потратили на нее слишком много? Многие покупатели уверены, что и без дефектов в течение 14 дней вернуть можно все, от автомобиля до булавки. Но это далеко не так. Любой потребитель при покупке товара может вернуть любой товар, только при одном условии, что если товар будет сохранен в товарном виде, при себе имеется товарный чек, сохранены все пломбы, то есть нету ни одной царапины. Есть товар, который категорически нельзя возвращать: личной гигиены или товар, контактирующий с пищей. Это могут быть там бритвы, хлебопечки, мультиварки, все такое. Перечень технически сложных товаров был создан еще в 1999 году. С тех пор он дважды дополнялся. В него входят авто- и мототовары, компьютеры, холодильники, а также стиральные машины. Любопытно, что мобильные телефоны в нем не значатся, а вот фотоаппараты даже непрофессиональных марок в списке есть. Сложно технически редко возвращаются. Это тот товар, который имеет больше 2-3 функций. Не сложный технический товар – это тот, который товар. То есть на товаре есть одна функция. Например, это электронная книга, или там пылесос, или утюг. Это несложный технический товар, он в течение гарантийного срока должен меняться. Если бытовую технику и даже одежду можно обменять в течение 14 дней, то с продуктами питания дело обстоит иначе. Здесь товар можно вернуть в течение 3 дней, при этом иметь при себе чек об оплате. Вот, например, вот молоко мы не можем увидеть, тетрапакет, он не просвечивается у нас, но на молоке написана дата изготовления и конечный срок годности. Вот. Но покупатель взял его, а он открыл пакет этот, а он уже молоко прокисшее. Но там были условия хранения не были соблюдены. И если у него есть покупатель, есть чек, мы тоже возвращаем ему со сроком годности, хотя он со сроком годности. На всех товарах есть ценник. Это важно иметь, конечно, покупатель заходит, он знает, что какая цена в этом магазине. Товар это дорогой или дешевый товар, и менее дешевый где-то, чем в другом месте. Стремительный рост рынка товаров и услуг сделал профессию специалиста по защите прав потребителей более востребованной. Отдел защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Чеченской Республике ежедневно напоминает продавцам некачественной продукции о том, что клиент всегда прав. Если вы уже заключили договор купли-продажи, дома установили какой-то недостаток в товаре, это в соответствии с законодательством Российской Федерации, вы в первую очередь должны обратиться непосредственно к продавцу с претензией. Если вот вышеперечисленные законные требования потребителя не выполняются, вот в этом случае вы должны обратиться в уполномоченную службу. То есть это управление Роспотребнадзора, в отдел защиты прав потребителей. Если вы обратились в письменном виде, мы проводим неплановую проверку в целях восстановления ваших законных прав как потребителей. В маленьких частных магазинах, где порой даже отсутствуют ценники, либо вовсе не меняются годами, обменять товар гораздо сложнее. В этом случае можно рассчитывать на добрую волю продавца. Примут обратно ваш товар, считайте, повезло. Вывод прост. Дело защиты прав потребителей – дело рук самих потребителей. Только зная законы, вы сможете защитить себя при любых обстоятельствах и сэкономить на юристах. Динара Мурадова, Адам Чекуев, Дауд Куруев. Новости.